Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. И пусть высшие силы помогут вам в 1000 миллион раз больше, чем вы даете мне положительной энергии и помогаете моему каналу. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что происходит у вас за спиной, а вы даже и не догадываетесь? Давайте же посмотрим, что происходит, важно это, нужно ли это, что вы можете с этим сделать и как это вообще в принципе повлияет или влияет уже на вашу жизнь. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своем окружении, о своих проблемах, о своих делах, надеждах и планах. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что происходит у меня за спиной, а я даже и не догадываюсь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Мои милые, давайте же посмотрим, что происходит у вас за спиной. Что происходит за спиной всех тех, кто зашел на мое гадание. Что нужно и важно для вас знать. Так. Ну, сразу вам скажу, что за спиной у вас есть сговор. Сговор нескольких людей. Это два или три человека сговорились у вас за спиной. Сговорились о каком-то подарке, либо о каком-то сюрпризе для вас. Эти люди вас очень любят, они вас и ценят, и берегут, и холят, и лелеют. Да? Не всегда они об этом говорят, не всегда ведут себя, скажем так, правильным образом, либо как бы вам хотелось. Они знают все свои слабые стороны, все свои косячки, все они это знают. Но от этого они не менее любят вас, не менее хотят вас порадовать, просто мечтают что-то для вас очень приятное сделать. Возможно, у вас скоро там день рождения, либо какой-то праздник, да, на который вот они решили сюрприз вам сделать. Да? Сюрприз очень необычный, исполнить, может быть, какое-то ваше желание, может, какую-то мечту, а может просто удивить тем, что, например, вспомнят о вашем день рождения, да, либо вспомнят о каком-то важном факте из вашей жизни и решат его отметить. Здесь вот именно 3 человека сговорились, они вот к вам спиной стоят, потому что они обсуждают какую-то вот дорогу для вас, дорогу, причем, не знаю, может, это действительно будет, куда-то вас пригласят в какое-то красивое место, может быть, поездка какая-то будет, либо там поездка в ресторан какой-то дорогой, может быть, там за город, то есть что-то вам сюрприз. Тут мало того, тут еще и собачка есть, смотрите. У кого есть собачки, мои дорогие, это ваши думают. А, кстати, может быть, думают и собачку вам подарить. Да? Такой момент тоже может быть. Но факт в том, что эти люди, они реально сговорились у вас за спиной, чтобы для вас что-то хорошее сделать. Это просто прекрасно. Это то, что происходит именно сейчас. Именно сейчас этот момент очень актуален. Есть еще момент на работе. На работе тоже есть люди, которые о вас говорят, но это немножечко другого толка разговоры. Здесь на работе больше идет момент осуждения, зависть, какие-то такие моменты, знаете, вот тыкают пальцем, говорят, вот, смотри, вот она пошла, да, либо он пошел, это там человек, и понеслось, да. Какие-то сплетни, мои дорогие, о вас ходят. Почему эти сплетни о вас ходят? Ага. Здесь женщина, которая с вами борется за ресурсность. Смотрите, вот она женщина. И вот гриб. Она борется за ресурсность с вами. Может быть, за положение, может быть, за зарплату, может быть, за должность. Женщина, которая борется с вами, она противоборствует вам. Это может быть, кстати, ваша начальница, которая вас побаивается, да, что вы можете
себе забрать ее должность, ее положение, да, вот эта женщина о вас распускает какие-то гадкие подлые слухи. Вот эти люди, которые за вами шепчутся, они как марионетки в ее руках. Она вот подает информацию. Кстати, у кого-то может быть и мужчина, который вот по характеристикам похож на женщину, такую, знаете, нервную, стервозную, агрессивную. Знаете, бывают такие мужчины с такими характеристиками. Но человек достаточно крупный прорисовался, и вот он действительно какие-то вот гадости за спиной делает, пытается всеми возможными способами навредить, ну либо вот как-то вас дискредитировать на работе, да, среди коллег, среди там начальства. Берегитесь и будьте аккуратны с этой женщиной. Вот именно борьба за ресурсность. Вы знаете, вы вот как будто бы по всем аспектам лучше, только вы проигрываете тем, что вы скромный человек, да. Где-то вы стесняетесь, где-то вы побаиваетесь. То есть вы не из тех людей, которые там будут флагом махать и себя копытом в грудь бить, да. Типа вот я там лучше всех, я там 5 звезд во лбу, не знаю, там. Такие моменты это вообще не ваши, не про вас. И вот она, либо он это знают. И знают, что вы как будто бы ответить не сможете. Поэтому, мои дорогие, либо покажите свои когти и зубки, ну, либо как-то вот попытайтесь через ее голову, через его голову, да, до вышестоящих людей достучаться, да. То есть, потому что в тот момент вот честная борьба какая-то здесь не прокатит в прямом смысле слова, потому что этот человек, он как будто бы ни перед чем не остановится. Единственное, что я вижу, что здесь не так много людей поддерживают, не так много людей верят в эту всю дрянь и сплетни. Кто верит, кто шепчется, они сами по сути такие гнилые, понимаете, люди с гнилицой. А нормальные люди, они вообще как бы игнорируют, наоборот, даже говорят, вот как не стыдно, да, как не стыдно такие там распространять ложные слухи и гадости. Вот такой момент происходит. Так, а еще момент, здесь человек с ключом. Вот человек с очень большим ключом, мои дорогие. Здесь кто-то пытается найти ключик к вам, к вашему сердцу, к вашему расположению. Этот человек, он такой, знаете, очень такой, как вы, похожий, скромный человек, но очень хотел бы с вами общаться, дружить. У кого-то это по любовной теме человек хотел бы найти ключик к вашему сердцу, а у кого-то по теме дружбы. Вот кому-то вы очень нравитесь, кто-то хотел бы с вами очень сильно общаться. Этот человек вот, ну, будет проявляться в вашу сторону. Кстати, тут буква идет «Д». Д — это может быть имя, может быть инициал, может быть место. Вот какая-то такая вот значимая буква именно. Может, вы поймете, мои дорогие, что она значит именно в вашей ситуации. Ключ. Ключ пытается найти этот человек. Кстати, возможно, у вас будет переезд, и вот человек с инициалами на букву «Д», либо место на букву «Д», да, куда вы переедете в новый дом, в новую квартиру. Это событие, оно, как знаете, уже прорисовывается у вас за спиной, но пока вы его не видите. Так, здесь есть человек еще как химера, не знаю, так, как будто бы много вот всего там, то ли голов, то ли щупалец. То есть такой момент есть. И этот человек, он опасный, что ли, да, опасный. Этот человек вот как не контролирует себя, вот какое-то нервное состояние, очень сильное, серьезное. Берегитесь. Берегитесь, это вот какой-то человек вот с отклонением, что ли, да. Человек где-то рядом с вами может быть, может просто вы где-то будете, человек будет рядом с вами проходить. Вот если человек видит, вы видите, человек там неадекватный, ведет себя неадекватно, позиционирует себя как-то не так, лучше пройдите мимо, либо обойдите. Потому что человек, он как будто бы в один момент что-то происходит с этим человеком, как будто бы луна у него в голову заходит, либо у нее, и человек начинает себя вести очень агрессивно и неадекватно. Будьте аккуратны. Вот. Лучше подальше держитесь, потому что я не вижу, чтобы вы, например, могли чем-то помочь, но в то же время человек может быть для вас опасным. Вот такой момент. Да. Знаете, вот мне идет, это может быть точечно, я все равно озвучу, да, даже если это для одного человека. Вот такое чувство, что вы вот, может быть, где-то находитесь. Например, у вас есть автомобиль, и вы за рулем едете, а вот этот человек, он как будто бы, ну, пытается прыгнуть под вашу машину. Вот такой момент может быть. Либо спровоцировать вас на что-то. Может, на агрессию, может быть,
на драку на какую-то. Слушайте, ну будьте аккуратны, вот реально, будьте аккуратны, если видите, что у человека там не все в порядке, да, с психикой, в эмоциональном плане, лучше обходите, проходите и избегайте столкновений с такими людьми. Вот этот момент. Так, еще момент. Здесь момент того, что есть несколько людей, которые вами очень сильно восхищаются. Восхищаются вашими какими-то качествами, характеристиками, ну, например, там, вашей красотой, вашей там, молодостью, вашим умением там, красиво одеваться, вашими кулинарными способностями. Но тут больше даже как кулинарными способностями, потому что кто-то вот кому-то все время говорит о вас и представляет вот стол накрытый и говорит, вот, а вот ты знаешь, там так вкусно было, а приготовь ко мне, либо давай узнаем, как это готовить, как это делать. То есть вами, вот есть люди, которые вами восхищаются. И они говорят за вашей спиной, но с восхищением, понимаете? Они, кстати, не только за вашей спиной, говорят, они и в лицо вам могут об этом сказать. То есть тут именно момент хороший. Это именно такая ситуация, которая для вас хороша и полезна. Так, в центре, у вас практически в центре, идет картинка того, что вот человек идет, который пытается манипулировать вами, управлять, да, пытается вами управлять. Я хочу сказать вам так, что именно в этом знаке я не вижу ничего дурного. Этот человек к вам очень хорошо относится. Этот человек за то, чтобы быть с вами, там, например, вместе, в паре, в отношениях, в хороших, добрых отношениях, в семейных отношениях, да. Человек, который пытается вам, ну как, человек, конечно, манипулирует, да, но он манипулирует с какой-то вот пользой, да, чтобы у вас в жизни все было хорошо, чтобы у вас в жизни все хорошо сложилось, чтобы вы там опасности не подвергались, чтобы какие-то хорошие моменты в вашу жизнь пришли. И этот человек это все делает иногда очень топорно. Вот извините за слово, да, но вы иногда чувствуете и обижаетесь. На самом деле здесь нужен хороший такой конкретный, конструктивный разговор, где вы с этим человеком все проговорите. Потому что вот так управлять и манипулировать, конечно, это нехорошо. Я вижу просто здесь может быть даже какой-то шантаж, да? Шантаж, вот типа ты меня там не любишь, ты меня не ценишь, 5-10. Проговорите этот момент. Потому что за вашей спиной этот человек, ну, занимается вот в прямом смысле слова, да, в оригинальном значении, интригами. Да, он делает это во благо, либо она, может, кстати, мама делает, да, но тем не менее, это неприятно, это неприемлемо. И, например, ну там, если это мама, да, то так не делается. Если ты желаешь счастья, просто разговаривай. Не надо управлять человеком и не надо управлять ситуацией. Если ты там муж, либо жена, и тоже желаешь счастья своему там любимому человеку, то тоже нужно напрямую это делать. Не обходными путями, там, не привлекая там других людей, а именно напрямую в лицо все говорить. Потому что вы ведь чувствуете этот момент, и вам это неприятно. И вы иногда даже можете агрессировать в сторону этого человека, ну, потому что до вас не доходит, как это я люблю, и при этом я там шантажирую, манипулирую. То есть вот такой момент, да, какая-то вот странная игра и странное восприятие и отношение к жизни, к вам. То есть, как бы, знаете, там типа ложь во благо, да, и прочее. Вот такой момент присутствует. Так что, мои дорогие, вот это самый главный, скажем так, секрет за вашей спиной. Но и то, я вижу, что многие догадываются об этом, реально догадываются, и даже кто-то уже даже что-то говорил. Вот. Так что, мои милые, в принципе, да, вот из самых таких неприятных моментов это вот на работе это вот, не знаю, какая-то гонка за приз, гонка за какое-то положение. Вот эта гонка еще какое-то время у вас будет продолжаться. Но еще раз говорю, она продолжается до тех пор, пока вы себя не покажете вот именно сильным человеком, который за себя готов побороться. Вот это нужно вам делать обязательно. Еще хочу вам еще такой момент сказать, что высшие силы для вас, за вашей спиной приготовили ну, какие-то новые чувства и новые эмоции. Знаете, вот либо это любовь, которая войдет в вашу жизнь, вот оно, видите, сердце здесь вышло, из двух половинок состоит, либо это прекрасная дружба, потому что здесь две собаки, которые вот они поддерживают это сердце с двух сторон. То есть любовь, как, знаете, как мужчины и женщины, настоящая, чистая, преданная, искренняя, либо это
прекрасная дружба, тоже построенная на любви, на добрых эмоциях друг к другу. Вот это самый главный секрет, который у вас происходит за спиной. Вот для вас в жизнь ведут человека, который либо скрасит вашу жизнь, избавит вас от одиночества, либо человека, который станет для вас самым лучшим, самым преданным и самым надежным другом. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.